Вот так вот курица получилась. Все четко. Ну что, Гена, какие сегодня планы? Какие у нас планы? Куда пойдем? Сегодня поедем вниз по течению. Угу. На новые, так сказать, для вас это новые, для меня, конечно, нет. Попробуем поймать трофейную щуку, то есть ты будешь пробовать. Пробовать свои воблеры туда-сюда. С Андрюхой мы по мелочевочке, там килограмм-два. Чуть-чуть поменьше. Покидаем спиннинг, ты будешь кататься. Ну, я бы прошерчу. Да. И все-таки, несмотря на подъем воды, надо все-таки, я так думаю, попробовать покидать мушку. Угу. А вдруг? Хариус такая, Ну, сегодня вода чуть еще не раз. сказал, такая птица. Хариус такая птица, что она иногда и летает. Она может и, Ну вот как первый день на троллинг Хариус долбанул на воблер. несмотря на то, что вода поднимается, у нее может быть какой-то период такой, что будет брать. Независимо от того, что подъем, как обычно нет, но может выстрелить. И можно будет взять на перекате Хариус. Это также вот малосолочку или так пожарить. Ну посмотрим. Я так думаю, окуня мы найдем по-любому. Если возможно попадем на язя, но щука это так. Щука тоже, кстати, в последнее время пошла очень хитрая. Капризная. Угу. Очень. Попадешь, да, будет каждый заброс тебе. Не попадет ты, вот может как вот, сколько мы вчера, 2, да, поймали за целый день? Да. И троллинговый 2 километра прошел, ни одной поклевки, даже ни одного удара. Это не говорит о том, что ее нету. Она есть. Ее достаешь, скрываешь, живот пустой. Да. Она просто тупо не жрет. А бывает достаешь, как-то поймал рекордную щуку для себя, 6,5 килограмм, да? Домой прихожу, скрываю, а там вот язь на полкило. Ну получается, язя выкинуть, 6 килограмм будет щука. Я взвесила на 6,5. Смотрю, живот что-то больше. Скрываю, там вот такой язь. А поймал вот на такую вертушечку на двоечку. Мгм. 15 минут поборолся, и ничего, вытащил. Нормально. Я ж так же на вертушку, на тройку Так что давай, утро. кидал Хариуса, а вытащил 8600 щука. Доедаем свои тарелки. На вертушку взяла. Тарелки доедаем. Тарелки есть мы не будем. И вперед Ну, в есть речку, да. тарелки, да. Морковку, конечно, кто-то порезал, зашибись. Нормально. Что есть что покушать. Размер имеет значение, да? Угу. Что, друзья, короткий сбор. Рыбку почистили, что вчера поймали. Что там было? Щука, окунь из десяток. Ой, щука, язь, из десяток окуней, наверное. Почистили, посадили. Сегодня ветрище вот уже оделись не по зимнему, но все-таки вот одел свитерок, курточку. Вышел в шортах. Ну, не, прохладно. Андрюха, он решил испытать судьбу. Одежду не взял, поехал, не знаю, посмотрим. Все готовы, поехали. До вечера, Скаляб, деревушка. Первый окунь второго дня. Второго? Ну да, можно сказать, второго, да. Там в глубине, да? Под бурбунами. Четко, да, проглотил до желудка. Красавчик Андрюха. Размочил счет. Вода пошла на убыль, так что, возможно, мы еще увидим супер клев. Скажи, вчера не видели, да? Что такое? Язь. Резинку, да, взял. Лягушку двухногую. Вот такая вот резина. 2 ножки, считай, хапнул. О, да. Сработало. А я думаю, что-то тяжело пошло, блин. Вот, размочили счет. Видишь, здесь на язя как бы нету берега. Сейчас пойдем ближе к берегу туда. Сейчас на мотор травки намотает. Ветер, плохо. Вон тут заводюха хорошая, тут постоянно вот утка взлетает. По-любому, если я сейчас заеду, там утка тоже взлетит. Когда охоту открывают, постоянно туда заходим, как рекоши такие, как жирные, блин. А на берегу
берегу, здесь рябцы, вот мы с Пашей были здесь. Пи-пи-пи-пи-пи-пи, рябчики пищат. Я говорю: Паш, оставайся, сейчас попробуем бульончик добыть. Зашел, по лесу походил, шлеп-шлеп, 2 штук шлепнул. Вечерком шулёнчик такой хороший был. Окушок. Вертушечку. Значит, окунь есть. С твоим не сравнить, конечно, но он есть уже хорошо. Мне кажется, удочку сюда поставить, наверное, будет, да? Что, друзья, мы соскучились по дуплетам. Вот такая плетенка с капелькой на тройнике. И поставил сантиметров 40-50 повыше пыздрика. У Сергея Башков пыздрик. И вот это просто вертушечка. Просто хочется дуплет уже. Давно дуплета я не видел. Приехали на дамбу, только встали, и был всплеск рыбы. Вроде бы это был язь. Сейчас посмотрим, клюнет, не клюнет. Но прыгнет прямо здесь, вот в траве. Но брать не хочет. Здесь вытекает вот лесная речка. В принципе, может даже хариус здесь быть легко. Я прошлый год здесь чистили рыбу, язя,
ночью. И прямо это. Я не успевал чистить. Серега с Иваном Григорьевичем тут как начали ездить херачить одного сзади, прямо здесь вот на мелкоте, блин. Я чистил, плюнул, говорю, ну вас нафиг, говорю, дайте я тоже половлю. Пошел на домой, я второй, блин. Ночью главное, днем жара стояла, а ночью ловили. Вообще веселуха тут жесткая была, тут она, вода кипела от рыбы. И здоровая щука плескалась, мы хотели ее взять, но она так и не взяла. Килограмма на 3-4 такая дура плескалась. Ну здесь рыба точно есть, только не знаю, будет не будет она брать. Но здесь окунь крупный, щука может взять. Нет, там все. Твои слова, да богу, выше. Выше не надо. Там мелко уже все, это идет песок. А тут вот сейчас вот вдоль острова. Тут надо джек заебиться глубоко, бля. Пушка тут, наверное. Два окуня подряд было, посмотрим, включили камеру, может третий будет, нет. Как обычно, после включения камеры затишье. Чего и следовало ожидать. Так что окунь есть, но на камеру он совсем не хочет есть. Нет, хочет. Догнал, понял. Видел, да? Вертушечка, да? Вроде бы резина должна, по идее, работать лучше, но что-то она не показалась. Хотя нет, поймали же тоже, да, на резину? Пока кушали, чуть покидали. А, есть. Далеко взял, догонишь? Да, там возле кустов. Этот мелкий вроде бы. Поменьше, да. Нормально, пойдет. Вот, опять еле-еле. Он меня выгнал, блин. Заглотил, да? 3, да. Меняем дислокацию. Часов 16 минут. Время 5 час. И сегодня, друзья, намного, так скажем, грустнее немножко. Вот весь наш дневной улов. Остановились, чтобы почистить рыбу. Перекусить мы уже перекусили. Ну что тут? Окуней, наверное, штук, не знаю, 15, может быть, 20. Не знаю, будет не будет, пару щучек. Один язь. Не густо. Вчера было веселее. А сегодня не клюет. Вода пошла на спад. Вот как мы видим, появляться начала дамба. Но на клев рыбы это пока не влияет. Ловит только удочка в клеточку. Вот мужики только сейчас поставили сети, уже рыба есть. Рыба попадает, но жрать она пока не хочет. Ну, ничего страшного, сейчас мы почистим рыбу. Подсолим ее немножко. И попытаемся попасть на вечерний клев. Да? Да, по-любому. Попробуем закинуть фидер. В общем, посмотрим, что-нибудь да получится. Ну а пока самое приятное — это чистка рыбы. 27 окуней, одна щучка, один язь. Килограмм 5-6, может быть, не больше. Вчера двадцатка, считай, полная была, да? Вчера, да, ну, считай, что было это днем. Но еще не вечер. Еще не вечер, да. Что, начинается вторая часть сегодняшней рыбалки.
Попробуем еще выйти на вечернюю зорьку, половить вечерком. Ну потихоньку, сколько? 20-ку нет, но литров 15 набили, да, получается? Литров 17 я показал. Андрюха? Тоже неплохо, не пусто. Но это плюс то, что еще вчерашняя щука, вчерашний яйц. И там несколько окуней было с вчерашнего улова. Так что попробуем, посмотрим, что нам даст вечер. Погнали. Я куда-то зеленый платок потерял. Не могу найти. О, чайки уже тут как тут. О, ждали долго. Смотри, не успели отъехать и все уже понеслась. О, смотри, какие здоровые. И ворона тоже туда. Смотри, халявчиков сколько, блин. Друзья, остановились на таком месте. Попробуем покидать фидер. Вот такая вот лиственница здесь здоровенная. Сколько я помню, она уже несколько десятков лет вот стоит. Водой вот вымывает корни. И получился типа домик вот такой. Частично он висит. Вон сколько корней там. Получается, корни висят, но не падает. Пойдем посмотрим, что там. Дров здесь валом. Ветки, бревна. Можно ставить палатку, отдыхать прямо под деревом. Если что, под елочкой можно. Шикарное место, вообще здорово. Дальше лес, дальше не пойдем. Возможно, там медведи. Все, делаем костер, чтобы больше углей было. Будем жарить шашлычки. Жареные семечки, Геннадьевич. Пойдет? Так, все готово, да? Все готово, Геннадьевич. Опарыш, червь. Представляешь, вот сейчас уже деревенским не понять, а вот сейчас продаются червь. Да. Вот. Специальные, да? Да. А нет, это простой мелкий. Ага. Я думал, Дон Робен, а нет, простой мелкий. Ну, червя, наверное, мне кажется, мелочь будет. Сегодня вот надо было пробовать, да? Да, ну ладно, что, посидим. Сырочек и красота. Что, шашлык готов?
Или ты решетку еще жгешь? Понятно. А там вот наша решеточка. Андрюха уже рыбу тащит. Что-то грязи, что ли, ничего? А может быть и да. Нет, я еще только кормиться буду. В общем, немножко необычная рыбалка для Печоры. Там в порядке вещей, да, насосали это все? Это да, это вообще, ну, прям я думаю, сейчас вообще 90% стала рыбалка. Вот сидят все фидеры, донки уже отстали. Угу. Эти раньше доночки, да, вот это. А у нас, Фидер троллинг, понял. а у нас в основном спиннинг. Ну, удочка, спиннинг вот. Посмотрим, что получится. Я тоже вот закину на кукурузу фидерную удочку. Сейчас я тоже возьму прикормочки немного оттуда. И покидаю спиннинг вдоль берега. Вот у нас мясо, свининка, замариновано уже все. Вон, сколько тут? Тут нормально. Килограмма 2, наверное. Как минимум, блин. Все уже промариновалось. Вон. Такими пакетиками. Покупали у нас. Делают вот так. Пробовано уже не раз. Все четко. Так что сегодня будет у нас праздник живота. Процесс пошел. Скоро будет вкусняшка. Че, тишина? Плотва? Ну сейчас вода прибывала, что может быть, да? Если далеко у тебя. Рыба. Есть рыба! Такой вот окунечек. Пока сюда. Фидерные удилища молчат, а окуня мы поймали. Взял прямо возле берега недалеко. Может быть, что-нибудь еще и наловим. Рыба есть, рыбы здесь много. Ну, не клевый сегодня день. Целый день. С утра немножко поклевало и все. Готовится шашлычок. Андрюха сидит там. Мой фидер. Ну, что-то молчат. Не хотят наши печорские ази заморскую кукурузу жрать. Опа, есть. Вот. Этот маленький. Отпускаем. Был бы белый, я, конечно, бы взял для белого, но белый далеко отсюда. Так что всю мелочевку отпускаем обратно, которые, естественно, не заглотили. Есть поклевка. Второй полосатик вот такой вот.
Ну что, может быть еще и поклюет. 3 поклевки за вечер. Одного отпустили, 2 взяли. Не вечер, а сказка вообще. Ветер стих, единственное, только комары вот жужжат в огромном количестве. А так, если бы не комары, вообще ветер классный. По всей республике идут дожди, а у нас вот вообще классно. Вон вокруг тучи. Так, была поклевка, сход. Есть еще поклевка сразу. Так, этот чуть поменьше. Ну, нормально, тем более заглотил. Третий окунь. Надо взять ведро, наверное, а то в песке потом вся рыба будет. Сейчас еще одного, если поймаю, схожу за ведром. Там вот у меня была поклевка вдалеке. Так, ладно, пока все. Так, все. Вот таких вот 3 окуня. Че, Андрюх, фидер молчит? 3 штучки. Одного отпустил. Не работает на Печоре фидер, значит. А? Не, место-то нормально, как бы здесь не водят. Сик, хариус, ясь тот же, окунь. Тут же все чищенный берег, чистые берега. Как-то вот так. Как-то вот так. О, морсик. Морсик достал, да? Вот так. Ну что говоришь, как место, что готово? Конечно. Вкусняшка. Да. Печалька вот какая-то. Так что нормально. Печалька, да. Тайский сладкий чили соус. Острый. Как-то вот так вот. Рыба не клюет, зато клюет шашлык. О, Я 3 окуня поймал здесь. Сейчас. Андрей. я видел. Вы же рыбачите, я шашлык пока жарю, все это наблюдаю. Камень, конечно, прикольный. Как стол внутри. Да. Что будешь делать, если сейчас медведь выйдет? Я? Ничего не делать. Смотреть на него. Включать камеру. Вот это правильно. И тихонько, сзади не ходил, вот все. А потом заводить лодку и полный газ на холодке, и он сам убежит. Пока ты дойдешь. Ну что, у нас праздник живота продолжается. Пошла вторая партия шашлычков. Первую все не доели, но... Это... Не, пожарить надо, потому что пока угли где потом? Не будешь дома на сковородке же не будем жарить.
Вон целое ведро уже готово. Я съел 3 куска. Все уже. Сыт. Я не знаю, когда это будем есть. Завтра и будем есть вот это мясо. Конечно, им жареного ничего не будет. У нас зато будет уже на обед мясо. Это фигня. Вон, смотрите, что у нас тут на том берегу. А на том берегу тучки набегают. Вот. Кругом затянуло все тучами. Скорее всего, наверное, будет дождь. Не знаю, успеем мы сегодня, не успеем дожарить шашлыки, но мне кажется, рыбачить сегодня уже, наверное, точно не успеем порыбачить. Хотя вон, то там видно, плещется рыба. Это, скорее всего, язь. Но на фидер что-то вот не берет. Вот Андрюха уже собрал удочку, но у меня стоит. Как поставил, так и стоит. Ни одной поклевки. Зато клюет вот здесь. Здесь клюет четко. Давай, Шашлык-машлык. давай выпьем рюмочку еще. Ну, самый счастливый человек. Друзья, я вообще доволен. Я душу отвел. Куда Мы отвел? не за рыбой приехали. Кому отвел? По рыбе имею в виду. Мы не приехали на рыбалку, Отдыхаем. но не за рыбой. Главное процесс. Друзья, сидим кушаем. На той стороне вон медведь вышел. Просто вот Да, у меня зума нету. Смотрите, это на канале у Гены. Да, Гена сейчас вон, своей вон, камерой вон. приблизит. Вон. Вон медведь, да? Медведь, да. Смотрит на нас. Вот, Гена. Приблизил. Смотрит, Медведь, да, смотрит вон боком, на нас. боком. Я Вот. смотрю, главное, хопа вылез. Черное что-то. Вот, Всё, вот. пошел вниз по течению. Он нас услышал просто. Ага. То, что, знаешь, слышимость-то хорошая. Вот, друзья, за рыбалку второго медведя видим. Вот, О, смотрит, голову смотрит, поднял, опять да, смотрит. да. Все, пошел плыть. А, плывет к нам. Плыть пошел. На мясо Геннадьевич идет. Слышишь? А прикинь, сюда сейчас придет. На шашлык идет, Блин, капитально. друзья, вот так вот. Сидим в 500 метров от деревни. Вон, медведи, Вот. блин, реку форсируют, обалдеть. Не, он пошел опять ниже по берегу. Он по воде, но он это вдоль, да. Второй медведь, ребята. за Друзья, рыбалку тайга. нашу. Далеко, метров 500. Он, наверное, к нам на шашлычки идет. Да. И что-то смотрим, уходит по зеленке черной. Геннадий что за зумом, не знаю, видно вот у него. И, ну, то точка, и то оно что-то это теряется. Света, видать, не хватает. И что, теряется. Это всё, Вдоль ну, берега пошел, да? Не, он как будто он, даже он плавает, купается там. Купается, но. Ну, они всегда вот так вот, от мошка долбит, Сейчас, они сейчас ночью вылезет, все... вылезет, Ого, на берег Всё, пошел, да. уходит. Выходит на берег. Тоже черный, да, вроде? Немножко бинокля не хватает. Чуть-чуть зума, да, побольше бы. Ага. Он идет, здоровый, Ага. блин. Все, искупался. У медведя на бару грибы, ягоды беру. Вот так, друзья, вот это тайга. Это действительно тайга. На Печоре медведи, как грязи, какие нельзя. Они... О, пошел, бегом пошел. Услышал. В лес, да, в лес. Хорошо, что хоть не на эту сторону, бля, молодец, Мишаня. Вот такие вот дела. В мире животных живем. Очевидно и невероятно. На шашлык пришел. Я-моё. Да уж. Вот так, даже и палатки, спи палатки, да, придут там Не ням-ням-ням. придет У и вас тут, конечно, с Вообще медведями это стрёмно. вообще повеселее будет. надо костер сжечь всю ночь, Я короче. хрен знает, здесь уже А мы Андрюху это оставим вместо сторожа. К тебе никакой медведь не подойдет, честное слово. ты сам как Не, мы медведь. Андрюху это, с фидером оставим. Как ты сегодня сказал, грызлы? Гризли. Грызли. Грызли, хрен да грызли. Ну, вот так вот. Вот такого медведя большого видел. Все, вот, затягивает, все, скоро польет. Не только медведь, только тут. Так, а у нас Я тебе говорю, у бати был, тем временем вот такой вот я спокойно. А представь, когда шашлычок. вот такой Вторая стоят, партия потом шашлычка медведей. готовится. Запах, Знаешь, конечно, у меня стоит. спина, блядь, потом покрылась. Батя, чё Сейчас ты, немножко еще блядь, угольков с костра возьму, закидаю сюда. Я потом уже там на видео Потому что там ставлю, слишком я жарко. говорю, это, медведи, Запах. не так стрёмно, как Правильно медведи пойдут? Такой запах идет по всей округе. блин. Нифига себе. Так. И по просьбе еще очень хорошего человека попросили зачитать комментарий. Комментарий длинный, так что сейчас прожую. Ой, мошкара в глаза лезет, друзья. Ужас.
В общем, это был у меня комментарий на тот ролик, когда я рассказывал про собак. Ну вот, то, что у меня Туман бестолковый пес оставил хозяина в лесу и сам убежал в деревню. И там я говорил, что до этого Бим у меня был. Тоже не супер-пупер, но все собаки у меня, кто был, умирали своей смертью. То есть я не помогал ему ходить раньше, как делают некоторые там, пулю в лоб и все такое. И вот пришел такой комментарий. Сейчас я его зачитаю. Carving Art, я уже говорил вам. И скоро, очень скоро мы увидим скульптуру из бревна. Скульптуру, логотип моего канала. Получилось очень-очень красиво. Это я выпущу отдельным роликом. А сейчас он попросил Серега зачитать его комментарий. И возле костра, пока не стемнело, пока не пошел дождь, мы это сделаем. Много зачитывать не буду, только один. Но он длинный, слушайте внимательно. Здорово! Создали отличную мотивацию для моей супруги. Завтра идем за грибами. Еще хочу кратко рассказать одну историю из жизни, о которой грустно вспомнить, но вот напомнила про собаку, которая по причине генетических инстинктов послушалась хозяина и оставила одного. Собрались мы ранним утром на рыбалку с моим давнишним другом, охотником и рыболовом. У него был пес, преданный и настоящий охотник. Тайга, охота — это было его стихией. Также пес всегда обогревал хозяина. Топить не приходилось, собака укрывала его каждый раз, когда он ночевал в избе. Я много раз сам лично это наблюдал. Превосходно находила глухаря и загоняла лося. И вот ранним утром мы выезжаем на рыбалку. Придя на берег, мой товарищ уже сидел в лодке. Было около 4 утра времени. Пес радостно приветствовал меня, но сразу же я понял, что мой товарищ находится в состоянии жуткого похмелья. Он сразу попросил налить ему, чтобы поправиться. Путь предстоял не близкий, и меня охватила тревога, так как я убеждал, что все хорошо. Пока доберемся, он протрезвеет. Он убеждал Серегу. Я взял в руки мотор, так как не доверял штурвал пьяному человеку, но не придавал значения, что в лодке находится расчехленная, заряженная двухстволка. Мы тронулись от берега на метров 100, на что собака начала нервничать и рваться на берег. До сих пор не могу понять, это повлекло ее поведению, но она раз 5 прыгнула мне на плечи, а затем на борт лодки, и у меня мурашки пробежали от такого поведения. Я сразу понял, что она пытается о чем-то меня предупредить. И наводнение, предчувствуя все это за несколько часов. И вдруг меня накрыло холодным потом, когда собака просто спрыгнула с лодки и поплыла на берег. Я заглушил мотор. В этот момент я как будто почувствовал тревогу, которую передал мне пес, словно гипнозом. Я посмотрел на своего товарища и понял, что он спит в пьяном дурмане, сидя, опустив голову на колени. Собака вырвалась на берег и начала громко и тревожно лаять. Лодка в этот миг спокойно сплавлялась вниз по течению. Я с каждой секундой понимал, что рыбалка, а тем более охота, уже не состоится, и поднял весла. От стука весла мой товарищ пробудился и начал уговаривать меня продолжать путешествие, на что я игнорировал его просьбу, мол, будешь в здравом уме, то поедем. Затем он стал звать свою собаку и очень злился, что пес не слушает и игнорирует его команды. Он схватил ружье, и выстрел был очень метким. Собака подпрыгнула и вскоре перестала скулить от боли. У меня внутри все вскипело, слезы с глаз покатились, разум заплыл пеленой. Я дернул за стартер мотор и рванул на середину речки. В течение пару минут вроде бы я начал отходить от испытанного шока. Заглушил мотор, закурил сигарету, уже не вспомню о том, что мне объяснял тот типа о том, какая должна быть собака и как поступать с неверными. Единственное, что я помню точно, то, что от его слова у меня появилась такая обида, что снова пошли слезы из глаз. Я схватил ружье и приказал ему прыгать. На тот момент я понимал, что в ружье остался один патрон. Я демонстративно зарядил второй и сделал предупредительный выстрел прямо над его головой. Я заметил, что уже не товарищ стал заметно трезветь. Я подвел ствол к колбу, еще раз приказал прыгать, затем ударил обухом о грудь
прикладами, наверное, я так думаю. И он свалился в воду, сидя уже на борте. Я проплыл сплавом еще метров 50, завел мотор и вернулся на берег. Большим с этим человеком я не встречался. Убить собаку – это большой грех. Они, пожалуй, самые преданные существа своим хозяинам. И сколько жизней своим чутьем они продолжают спасать сегодня. Геннадий, прочтите, пожалуйста, эту историю подписчикам. Я уже хотел было забыть про эту историю, но вот решил поделиться. Берегите тех, кого мы приручаем. Вот такая вот длинная история. Друзья, не вовремя села батарейка на камере. Я не знаю, успел я закончить, не успел. В общем, такая вот история. Сергей рассказал нам эту историю, что нехорошо предавать своих собак, своих питомцев, тем более вот так вот жестоко, ни за что, ни про что взять и застрелить. Это, конечно, из ряда вон выходящее. Ну что, Серега, все услышали, все сделали свои выводы. Каждый хозяин, я так думаю, нет. Нормальный хозяин, он никогда не сделает так со своей собакой по-любому. Действительно, собака друг человека. Я полностью этом его поддерживаю. Сергея, в смысле, имею в виду. Так, тем временем у нас шашлычок, вторая партия скоро будет готова. Угольков я сейчас еще добавлю. И надо сматывать удочки уже, потому что темень уже рядом, приближается. Скоро начнет темнеть. Все, убираемся, все поели, было все очень вкусно. И может быть еще сегодня успеем минут 15-20 покидать спиннинг. Может быть что-нибудь еще и поймаем. Все. Аккумуляторы. Все, заканчивается наша вечерняя сказка. Хотели по-быстрому перекусить, но на природе время летит незаметно. Пока пожарили вот вторую порцию шашлыков. Костерок как раз вот угли разгорелись хорошо. На углях все отлично прожарилось. Так что на вечер у нас уже сегодня хватит мяса и даже, наверное, мне кажется, останется на завтра. Начало темнеть. Не знаю, что успеем, порыбачить не успеем. Ну, зато отлично провели вечер, да, на берегу. Да. Просто отдохнули. Да, я вот хотел под фидер чуть-чуть, но это не получилось. Да. Ну ладно. Ничего страшного. Главное, отдохнули, посидели, отдохнули. Сегодня был вечер без рыбалки, скажем так. 3 окуня я поймал после обеда. Ты красавчик. Всё. Отдохнуть тоже надо. Поехали. Сейчас жду, пока остынет решетка. Уберу все это. И мы еще покушаем вкусняшки. Так, ну что, Берег, спасибо за гостеприимство. Спасибо, Миша, что не перешел к нам. Так бы жутковато было, да, если переплыл. Спасибо этому дому, пойдем к другому. На сон грядущий пойдем пару раз закинем еще, да? Ну здесь на дамбе покидаем. Где мы были-то? Мелко-мелко, да. Там еще мельче. Это просто вода упала, из-за этого это кажется. Так, ну что, с чего начинали, тем и заканчиваем. Вон, летят утки. Ну как летят? Они хлопают. Хлопунцы. Целый выводок уток, штук 10, наверное. Темно, сейчас камера не возьмет уже. Утка есть, это хорошо.
серая утка типа кряковых уже вся уже на крыле, уже готовится. Ночью не хотит рыбу брать. Мне кажется. Как раз в то время, наверное, когда мы на шашлыках сидели, наверное, вот вечерний клев был. Ну ничего страшного. Опа-на! Ну вот и все на сегодня. Все, денечек завершился, да. Быстро на рыбалку летит. С чем махом? Не хватает вообще, но... Это еще, считай, не такие короткие дни, а чем позже сейчас будут они короче. Так у нас, слышишь, у нас уже темень вообще. Это время, да? Да, 700 километров, да, грубо говоря. Уже часа, ну, на час разница уже. Ну, уже сейчас уже темно. Ну, Еще понятно. край. Тут еще как бы нет, еще видишь, более. Ну сейчас темнеет тоже. Все, собираемся домой. Домой. Ну что, друзья, ложился был уже спать. Андрюха сказал пару слов своим друзьям, да. Чайковского растянулись. Вы не поверите, сегодня вон рыбацкий напиток даже как-то не пошел сегодня, да. Просто попили чаю с малиновым вот вареньем, с печенюшками. Немножко так перекусили. Вон, налито все стоит. Таким прожектором. Вообще испортились. Можно на буксировщике ехать без фары. Легко. Андрей, как день прошел? Отлично. Вот так, друзья. Андрею весело. Андрей говорит, весело. Нам немножко грустно, но ничего. Не, Андрей сегодня оторвался по полной по рыбе. Так что ложимся спать, чтобы завтра проснуться и сказать вам доброе утро. Всем пока.